Ну, начнем точно не с конфигуратора. Давайте кто-нибудь из вас тогда. Давайте я. Давайте. Вроде как все понятно, но все быстро. Можно что-нибудь нарисовать? Да, Полная коробочка. Шаг развития, то, что я вычитала, да, единица процесса развития – это техническое действие, целенаправленно приводящее систему из топа прошлое в топ настоящее, за счет организации, точнее в топ будущее, за счет организации топа настоящего, который выступает в форме мысли действия, способного технически осуществить такой перевод. Но сама схема выглядит следующим образом. У нас есть с вами прошлое, есть какая-то, допустим, ситуация, которая имеет свое развитие в прошлом. То есть у нас есть данность, проявленная в прошлом, собственно, из которой мы исходим. То в прошлое. И нам нужно перевести его в будущее. Собственно, над этим мы и работаем. Есть то в будущее. У нас есть два пути. Первый путь – это естественный путь. Путь эволюции, то есть можно ждать очень долго, мучительно, когда же наконец-то мы попадем туда, куда нам нужно, из прошлого в будущее. А есть другой вариант. Это путь преобразования, когда мы преобразовываем прошлое в то будущее, которое нужно нам. Путь преобразования. И вот как раз таки преобразовать можно за счет определенных действий, которые мы делаем в настоящем. И вот этот вот настоящая система, которая работает система ОРУ. Это организация, руководства и управления. Вот так. И еще там ставится все это берется настоящее, то есть говорится о том, что в принципе вся ситуация, которая может влиять и привести ее в будущее, она находится в настоящем. Вот как-то так. А вот пришла моя пара, которая, наверное, мне может помочь в плане шаг действия. Шаг развития. Может помочь. Может. Вроде как я все рассказала, но можно что-то добавить. Хорошо. Давайте мы тогда будем анализировать эту схему и анализировать будем, вот, используя эту конструкцию функциональное место и наполнение, подлежащее и сказуемое. Вот что в этой схеме есть, о чем мы можем говорить? Что может быть подлежащим во всем этом вот хозяйстве? Так, подлежащий. Все может быть подлежащим. Любой элемент схемы. Давайте посчитаем, сколько таких элементов в схеме. Давай лечить пальчиком. Вот давай, прошлое, да? Новое, теперешнее, будущее. Вот. И я так поняла, что еще вот этот вот шаг, да, который мы делаем, тоже очень интересно. Там эволюция и что еще? Эволюция преобразования. Собственно говоря, вот этот путь преобразования, который мы делаем через настоящее. Ага. Все первое. Ну, вот смотрите, это, ну, скажем, разного содержания, разной природы подлежащие. Да? Вот есть три топа, Ну, да, три временных топа. Они не похожи на какие-то остальные элементы схемы. Да? Отлично. Что кроме топов есть еще? Кроме топов существует
рисует систему, собственно говоря, организации управления, которые приводят, собственно, истока прошлого в будущее. Что она переводит из топов прошлого в будущее? Ну, то есть ту ситуацию, допустим, какие преобразования нам необходимо произвести, чтобы получить в будущем то, что мы, собственно говоря, хотим, да, из той ситуации, которая есть. Ну, давайте по очереди, Давайте. да, чтобы не говорить лишнего и сказать то, что необходимо. Итак, есть 3 топа. Прошлое, будущее, настоящее. 3 элемента. Добавляем, что-то мы еще знаем из этой системы. У вас есть пути. Раз. И 2. Еще 2 элемента. Да? Все? Ну, субъект и будущее. Ну, Ну, пока тут нету субъекта. ну да. Вот теперь скажите, вот это вот система УРУ или что-то еще, это то, что есть в схеме, или это наполнение топа настоящего? Ну, будем разбираться пока. Давайте дальше. Значит, 3 топа, а границы вот эти вот этот вот, эта конструкция является элементом схемы? Да. Или это просто для красоты? Я думаю, что это не является одним, чтобы показать. Еще разделяет. Значит, об этом тоже можно говорить. Ну, Итак, у нас уже 5 есть элементов. Да? Еще появляется граница. то ли 1, то ли 3. Итого, у нас то ли 6, то ли 8 элементов. Дальше, а что это за обвод такой всего этого? Ну, так вот показывает, что вот это вот частный случай применения системы, да, а вот это вот, что вся эта схема, в принципе, она может быть осуществима в глобальном смысле только вот в этой системе ОРУ. Организация руководства и управления. А как тогда вот дважды, система УРУ дважды появляется на этой схеме? Так к этому как относиться? К этому относиться как к частному применению в настоящем ее, да, для преобразования и вообще, в принципе, глобально. Как я это понимаю. А вот 23-я часть. Помечтала. Но она другой. Ну, давайте потом мы введем дополнительные какие-то, возможно, функциональные места в эту схему. Но давайте пока обсудим сами эти функциональные места, что они значат, да, и чем мы их можем наполнять. Сейчас у нас есть, ну, предположим, 6 элементов схемы. Но если хотите, то 8. Давайте 8. 8 элементов. Вот давайте по каждому из этих элементов и пройдемся. Вся серия позиция. Что X и тиша. Ну да, мы когда-то говорили в прошлый раз, да, что вот у нас есть функциональное место, пустое функциональное место. И есть сказуемое или наполнение этого функционального места. Да? Они могут быть разные. Соответственно, когда мы имеем, ну, например, 3 топа, прошлое, настоящее, будущее в схеме шага развития, эти функциональные места наполняются
тем же самым содержанием, что в других контекстах употребляемые слова прошлое, настоящее и будущее. Или чем-то иным они наполняются. Может быть, не просто количество ищут. А чем они наполняются тогда? А чем? Если я малевался, про это ничего не подсказано. Ну, нет, наверное, нет. Хорошо, давайте еще дальше отодвинемся, да, и спросим себя иначе. А если мы рассматриваем всю вот эту схему, которую вы нарисовали, как сказуемую, не как подлежащее, а как сказуемое, то про что это сказуемое? Какое функциональное место мы заполняем вот этим сказанным? По-английски, что ли? Ну вот, смотрите, мы сейчас с вами находимся в ситуации обучения схемотехники. Да? Вот есть схема. Она достаточно сложная сама в себе. В ней куча элементов. Даже мы не полностью взяли, да, тут от 6 до 8 элементов мы уже обозначили, простейших. Вот ее надо читать, надо разбирать. Да? И мы, как бы, разбирая, прибегаем к очень простым каким-то констатациям. Задаем вопросы к схеме и к отдельным элементам этой схемы. Ну, спрашиваем себя, эта схема про что? Вот если она берется как предикат, как сказуемая. Ну, если схема называется схема шага развития, наверное, про развитие. Ну, да, наверное, про развитие. Да. А можно как минимум предположить. Читаем название. Она про развитие. И что она говорит про развитие? Что развитие может быть двух видов. Как минимум. Как минимум. Да. Что развитие идет из прошлого в будущее, через настоящее. Или из прошлого в будущее непосредственно. Да. У вас же и один шаг, и второй шаг. Да? Или один путь, и второй путь. То есть она уже утверждает, то есть сама она говорится про развитие. Вся схема вот, со многими элементами в ней, да, она нечто говорит про развитие. И вот она нам сообщила про это развитие, что развитие может осуществляться двумя путями. А третий путь может быть? А если схема о чем-то молчит, то что мы говорим? Насчет этого нет. Ну, схема это же предельное описание. Да. Тогда она говорит категорично нам, да? Никакого третьего пути не дано. Или домалевать. А? Или домалевать. Ну давайте пробовать. А что можно домалевать в эту схему? Ничего. С будущего. М? Будущего, ну, Какие там еще бывают будущее? Плюс квамперфект. Да? И куда это помещается? То есть это помещается делаться отдельно, когда можно сюда записать? Кто пишет? Да. Ну, комфорт-эффект. Вот теперь смотрите, если бы мы говорили только о топах, да, и не ввели бы в схему элементами границы, то, наверное, мы могли бы еще какие-то козы туда нарисовать. А так вообще-то схема отвергает эти вещи. Не понимаю, да, все отдельное описание. Да. Но и чтобы понимать, почему она отвергает
другие дорисовки сюда. Надо еще Роман, кроме развития, как функционального места, про которое утверждается этой схемой. Что-то еще есть? Может быть, про что это говорится? По-настоящему. Ну, это может быть про соотношение плоскостей прошлого, настоящего и будущего. Или там, когда появляется настоящее. Про время, как минимум. Да. Да. То есть, вот смотри, есть два подлежащих, или два субъекта логических, про которые вот эта вот вся повесть, рассказ, роман, все вот это вот говорит. Да? Про что это говорится? В качестве функционального места, или вот это место может называться время, и может развитие называться. И про время и про развитие вот эта схема много разного говорит и много разного умалчивает. То, что она умалчивает, если мы понимаем, что это предельное говорение, предельная схема, то, соответственно, то, о чем она умалчивает, оно и не существует. Его нет. Его никуда не поместить. Мир устроен так, что другого нет. А что есть? И вот тогда все, что есть в схеме, может рассматриваться как особое, особые субъекты или особые функциональные места, про которые мы тоже можем говорить. Ну, давайте пока. Значит, у нас была первая тройка. Да? Прошлое, настоящее, будущее. Вот что схема говорит про эти вещи? Это не существует. Серьезно? Ну, да. Точно? Роман, не существует? Прошлое, настоящее и будущее. Ну да, вот сейчас давайте более простой вариант. Не верхний, а нижний рассматриваем. Вот читаем только вот эту вот часть. Да? Здесь у нас сколько элементов? Раз, два, три, 4, 5 и 6. Или 6, 7, 8. Вот либо так, либо так. Да? От 6 до 8 элементов. Итак, утверждает ли эта схема про то, что прошлое, настоящее и будущее существуют? Есть ли основания в этой схеме утверждать про то, про что схема сказывается, да? То есть субъект, а их два мы нашли, развитие и время, оно существует. Схема про это утверждает, что оно существует, потому что любой предикат, да, он удерживает в себе вот эту связку есть, существовать. Да? Значит, тогда время есть. Прошлое, настоящее, будущее. Или развитие есть. Два пути вот из прошлого в будущее или из прошлого в будущее через настоящее. Да? Вот что говорится про это. И то, и другое существует. Существует ли прошлое, настоящее и будущее? Об этом пока ничего не утверждается. Давайте разбираться. Слушай, если утверждается, что есть развитие, которое происходит из прошлого в будущее через настоящее, это подразумевает, что есть прошлое, будущее, настоящее, через которое происходит развитие. Что он сказал? Доказал. Он сказал интересную штуку. Давайте поймем, что он сказал. Если он сам понимает еще, что он сказал. Он сказал, что развитие может быть через прошлое, будущее, через настоящее. Соответственно, оно существует. Ну, знаете, я при своей тупости, да, то, что сказал сейчас Роман, понимаю следующим образом. Что прошлое, настоящее и будущее являются функциями одного из путей
обозначенных на этой схеме, и которые являются функциональным местом развития. Никакого, то есть еще жестче, никакого прошлого, будущего, настоящего нет, если нет перехода и развития. Это есть всего лишь этапы перехода. Есть переход, есть прошлое и будущее. Нет перехода, нет прошлого и будущего. Вот это вот вроде бы вытекает из схемы. Ну, это не функция аргумента, правильно? Почему аргументом? Функция — это эволюция, это развитие, а на времени. В таком смысле. А? Функциональное место. Только что говорит. Да. То, что порождается. Вот есть какие-то изменения. Есть переходы, пути перехода. И в зависимости от того, каковы пути переходов, у нас и появляются прошлое, будущее. То есть откуда, куда или через что. А если нет через что? Ну, я не знаю, по дуге или по прямой, эта схема, об этом схема умалчивает, потому что это произвольная штука. Дугой вы нарисуете это или прямой вы это нарисуете, как бы, да? Вот. Но если не этот путь, то обратите внимание, никакого настоящего нет. А если нет настоящего, то какие у нас основания утверждать, что прошлое есть? Нету никакого прошлого. Время есть. А вот то, что мы утверждаем про время, является всего лишь следствием, выводом, функцией того, что мы про это говорим. В зависимости от того, как мы ходим. Так. Понятно, да? Ну давайте еще раз. Если у нас есть один путь перехода, этот путь лежит, минуя настоящее. Значит, если мы имеем только этот путь перехода, никакого настоящего нет, у нас нет в нем никакой нужды. Мы о нем ничего не знаем. Есть оно, нету, даже вот этого нет. Ну, то есть его и нету как бы в нашем рассуждении. А что есть? Есть этот миг между прошлым и будущим. И вдруг говорится в схеме, что есть некий еще иной путь, который пролегает через какое-то другое пространство, через другой ток. Этот ток условно мы называем настоящим. Пока, да? Что это значит? Откуда берется этот ток? Если у нас есть два пути, они как рядоположны до какого-то момента времени, когда мы об этом рассуждаем. А первый и второй. Или путь А, путь Б. Ну, пока ничего особо конкретного про эти пути не говорим. Вот мы опять вернулись к нашей исходной схеме, да? Функциональное место и наполнение. Есть такое функциональное место, пути перехода. Да? И мы что-то про них сказываем, говорим. И мы говорим, для того, чтобы возможен был путь перехода эволюционный, достаточно два топа. Откуда, куда? Топ откуда
мы называем прошлым, топ куда? Будущее. И все, что мы говорим про это. Есть другой путь, который оттуда же и туда же, но еще через что-то третье. То есть это третье появляется как необязательный элемент. И оно должно отличаться чем-то от двух других топов. Поэтому оно требует о себе что-то сказать. В отличие от того, что мы уже говорим, пересказываем в качестве сказуемого про ток будущего, про ток прошлого. Чего требуется дополнительно про это сказать? Про то, чем наполнен ток настоящего, чем отличается от тока будущего и от прошлого. Ну, как раз таки вот этим вот системой ОРУ, да, или ОРУ, как называется? Ну, организация руководства управления. Да. Ну, И мы тогда, собственно, помещаем сюда систему ОРУ, потому что только через настоящее мы можем пройти этим путем. что это такое? Ну, это план действий, по сути, то, что мы должны применить. Дополнительная норма характеристик рассказываем, да, объясняющая функциональное место, в данном случае настоящее. Мы начинаем что-то понимать про время. Что? Света? Я вот плохо поняла, что сказала Женя. Ну вот, я понимала так, что зависит от того, кто определяет для себя какое настоящее. Если это там год, то такое, допустим, организация руководства управления. Если там кто-то определяет это больше период, то есть настоящее больше, то совершенно вот эта организация руководства управления меняется. То есть в зависимости от определения как бы ширины настоящего у нас меняется взгляд на вот эту организацию руководства управления. Это было как бы замечание. Вот. Так, а ширина откуда взялась у настоящего? Если вот так вот, как бы, если как бы шуточно объяснить, то это вот по схеме, она по-разному. Она либо миг, там, либо, например, пошире. Да, но, понимаете, нарисовать можно по-разному, да? Но схема, если мы берем идеальную схему, да, то там содержание сказуемого и подлежащего сказуемого не должно зависеть от формы рисования, как бы, да? Но если мы произносим такую штуку, что настоящее должно быть каким-то образом измеримо, оно должно иметь какую-то длительность. Откуда берется вообще вот это суждение? Там же есть два пересечения межи, между теперешним и теперешним будущим. Вот это, конечно, Точка пересечения. Как бы раз они есть, значит уже есть промежуток настоящего. Ну да. Но Ну, кто то его есть- измеряет, это как бы другой вопрос. Стоп. Значит, у нас появляются границы между топами, как, опять же, функциональные места, про которые можно что-то сказать. До поры до времени мы как бы их не замечали. Да? Как только встает вопрос следующего порядка, что один из двух путей, которые мы кладем на схему, которая видит глаз наш на схеме, может пролегать в двух пространствах, в двух топах, а другой пролегает в третьем топе, еще проходит через какой-то третий топ, то тогда мы должны организовать их между собой. Эти топы между собой, да? И тогда мы можем положить, это положено, прошлое, настоящее и будущее. Так, ну, как последовательности, да? А если мы это сделаем, что у нас получится? Мы только верхнюю схему как бы реализуем.
Ну вот, верхнюю часть схемы. Там идут как бы прошлое, настоящее, будущее. А в нижнюю Что она часть... говорит? Про организацию. Вот давайте поймем, что она говорит. Итак, если мы рядоположно или в ряд располагаем топы прошлое, настоящее и будущее, то что это значит? Ну, у нас как бы отрезанная схема, то есть у нас не полная. Ну, это же- Света, еще давайте думать еще раз. Последовательно. Одно и то же. А? Последовательно будет другое, да, вот так. Ну давайте работать. Вот у нас есть как бы простейшая геометрическая конструкция на доске. Давайте мы ее понимать, разбирать, да, щупать, трогать и так далее. Вот это у нас прошлое. Вот это у нас будущее. Да? Есть такой путь. Есть? Да. Отлично. Мы говорим, есть какой-то другой еще путь, который пролегает отдельно. Отдельно каким образом можно вместить? Вот у нас есть такой путь, мы его уже разобрали, назвали его эволюционным. Да? Вот появляется у нас предложение второго пути, который должен проходить через этот топ, эту плоскость. Куда мы его всунем, эту плоскость? Вот лежат два топа, и есть путь. Отсюда туда. Куда мы сунем это? Насколько я понимаю, посередине, пока. Отлично. Вот давайте попробуем сунуть его посреди. Ну, простая же операция, да? Скажите, пожалуйста, куда делся первый путь? Есть два элемента схемы. Если вы расположите топы вот таким образом, разницы между этим и этим не будет никакой. Ну да, поэтому вот, когда я говорила, что обрезанная схема, я имела в виду, что это верхняя часть, да? А чтобы нижняя, нам нужно брать настоящую. Вы понимаете, онтологический статус тогда схемы, да? Если есть два, то они тогда два, когда они не есть одно. Ну да. Ну, элементарно, правда? Когда они не есть одно. Мы можем легко их отождествить, уравнять за счет представления о том, как организованы прошлое, настоящее и будущее, которые мы разбирали до того. Да? Вот если мы их расположим таким образом, то разницы между вот этим путем и этим не будет никакой, и тогда два не имеют смысла. Путь один. А если мы уже утверждали два, мы должны так расположить прошлое, настоящее и будущее, чтобы их было все-таки два. Иначе смысла нет. Мы обесмысливаем, да? Обесмысливаем какие-то элементы схемы. Но это не очевидно, пока мы не понимаем, чем одно, то другое будущее. Да, не очевидно. Не очевидно. Более того, как бы мы не понимаем, что это значит. Что если оттуда туда мы обозначили начало и конец, да, то что добавляет к этому другой путь, который предполагает еще промежуточную станцию? Ведь здесь мы не обсуждаем никаких промежуточных станций. Да? Промежуточных каких. И вот тут появляется промежуточная какая-то штука. И мы понимаем, что теперь про нее надо что-то сказать, чтобы она отличалась от этих двух. Иначе это будет как голый волюнтаризм. Это будет уже не предельно онтологическая схема, а это будет метафизика. Я сказал, 3 лучше, чем 2, поэтому будет прошлое, настоящее и будущее. Но это глупо. Ну, в смысле, не глупо, это безосновательное метафизическое полагание.
относимся к этому как к рациональному полаганию, к разумному. Да? Что у каждого из элементов этой схемы есть основания, чтобы они появлялись. Есть фраза, что есть 2 дня, когда ничего нельзя сделать. Это вчера и завтра. И, собственно, для того, чтобы что-то где-то сделать, нам нужно выбрать пространство, в котором мы можем сделать. Поэтому нам нужно настоящее, в котором мы можем что-то Что он делать. сказал? Он сказал, что в настоящем как раз появляется то пространство, в котором мы можем что-то сделать и, соответственно, повлиять. Поэтому, по сути, он сказал про это функциональное место, чем оно отличается от прошлого и будущего. И как мы это все-таки в качестве сказуемого про настоящее сформулируем? Тут он говорит интересную вещь, что вчера и завтра ничего сделать нельзя. Да? То есть ни вчера, ни завтра не обладают, ну, скажем так, уже этимологическим путем, актуальностью. Они не актуальны. А в слове актуальность есть какой-то акт. Да? Здесь. Действие, поступок и так далее. Они вне действия. Настоящее в данном случае это то, Где мы действуем. где мы действуем. Поэтому и преобразование, да, то есть мы преобразуем. Ну, а дальше как бы и названия соответствующие сюда приплетаются и прочее. Но это место действия. Тогда получается, что в эволюционном развитии, в естественном развитии мы не действуем. У нас нет Почему так делаем? Мы просто перетекаем из прошлого в будущее. По сути, да. Если А что мы мы никак не действуем? Вот, а влияем, можно поставить вопрос так, как Роман поставил? ну, то есть Но мы если мы не действуем, то что мы делаем? просто существуем. Это как? Ну да, просто вот если мы не действуем, давайте все-таки как бы поймем эту штуку. Если мы не действуем, Нам безразлично, какое будет будущее. ну насчет безразличия не знаю. Мне кажется, Вот кто-нибудь пробовал из вас умирать? Думаю, мы каждый день это делаем. Это с нами происходит, понимаете, это мы не делаем. Это с нами происходит. А нам разве безразлично, когда мы умрем? И что будет потом? Нет, не безразлично. Но мы этого не делаем, это с нами происходит. То есть мы повлиять не можем. И вот как, надо различать тогда то, что с нами происходит. Мы стареем, мы умираем. Взрослеем. А? Взрослеем. Ну, иногда взрослеем до поры до времени лично. С нами много чего происходит. Но то, что с нами происходит, это не то, что мы делаем. Да? При этом то, что с нами происходит, поскольку мы этого не делаем, оно как бы гомогенно, равномерно. Там время течет. Тик-так, 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 как бы никак не отличаясь ни от чего. Вчера часы тикали, сегодня тикают, послезавтра будут тикать. И все одинаково. И совсем другое дело, когда мы действуем. А когда мы действуем, там начинаются всякие глюки. Ну, например, время начинает течь быстрее или медленнее. Там появляется то, что Светлана вот сказала, сидя, с чего мы начали. Там появляется длительность времени. Что значит длительность времени? Это время действия или время решения задачи. Представим себе, что это время решения задачи. И тогда один человек может решить задачу за 5 минут, а другому треба полгодинки посидеть. Время задачи
имеет разную размерность. Время действия имеет разную размерность. Да? Поэтому оно длится. Длится. Мы можем его удлинить, сократить и так далее. Да? И этим отличается настоящее от того, что здесь. Здесь все перетекает. И граница, она тоже постоянно перетекает. Откуда мы знаем про что-то, про настоящее, прошлое и будущее? Ну да, вот, прошлое и будущее. Да? Вот это секунда. То, что было до, а что пошло-то и так далее. Да? Мы потеряли еще одну секунду, еще секунду. Минуту потеряли, час потеряли, день потеряли, год потеряли и так далее. Да? Потом все скачет и так далее. Но за эту минуту мы можем что-то успеть сделать, если делаем. Преобразовать, остановить, замедлить процесс старения, например, ну и ускорить его. И тогда, значит, настоящее отличается от этих двух времен. Чтобы это отличие найти или понять, надо туда что-то положить. Или что-то об этом сказать дополнительно. Вы говорите, введя схему, что вы там говорите? Система АРУ. То есть в настоящем есть АРУ, а в прошлом и будущем? Вообще, я так понимаю, что деятельность, она же здесь тоже происходит, да? Но она здесь перспективная, да? Но мы просто... Где деятельность? Нет деятельности, что это просто... Нет, подождите. Про деятельность непонятно. Про действие, да. А что про действия понятно? Что их не происходит? Ну, если мы берем все с прошлого в будущее сразу, то мы это с нами происходит, но мы не действуем. Ну, как бы, Ну вот для меня это пока больше так на уровне метафизики, ну что значит не действую. То есть если я там живу естественным путем событий, ну что что-то делаю, там я по утрам не знаю, чистю зубы, хожу на работу, убираю в квартире, там, постригаю сад, окультуриваю, там, не знаю, делаю ремонт периодически, сохраняя свой дом от разрушения. Что что делаю? Или это уже тогда я начинаю двигаться искусственным путем? Ну вот немцы, они хорошие люди. У них в языке есть пассив. Да. Ну, например, огород, грядка копается Романом Чуровым. Грядка – субъект, Чуров – сказуемый предикат. ну или можно было бы сравнить, смотри, следственно, не в вашей терминологии субъект, а вот если субъект и объект, субъект как актор, и субъект и объект как то, над чем происходит действие. То есть, из прошлого в будущее это как бы действие над тобой происходит, а в настоящем ты как бы осознаешь этот момент, что ты что-то делаешь. То есть становишься субъектом? Ну да, вот этим, тот, кто что делает, да, субъектом, в другом понимании. Настоящее. В моем понимании настоящее это пространство рефлексии, да? Ну, то есть, и нельзя же просто, чтобы вся деятельность находилась в пространстве рефлексии, да? Она просто идет из прошлого в будущее. То есть как только я осознал себя копающим грядку, я вышел в настоящее. Ну да, то есть ты в какие-то моменты выходишь в настоящее, думаешь, ну как бы, ну, нужно ли вообще ее копать, и какой ее форму нужно делать, ну, то есть в этот момент ты в настоящем находишься. Мы сейчас чего делаем? Мы пытаемся понять, да, чем наполняется функциональное место настоящего, отличающее настоящее от двух других топов времени. Да? Вот мы сказали,
эта схема является сказуемым или предикатом времени. Время – это пустое место, про которое мы что-то утверждаем. Ну, например, мы утверждаем, что оно включает в себя 3 топа. Прошлое, настоящее и будущее. Да? Ничего нового мы пока в этом не открыли. Ну, вот, утверждаем такое, мы сказываем про время вот такое вот. Да? Простейшее сказуемое, простейшее сказывание. Потом, разбираясь с этим, мы говорим, что про время же, да, что есть 2 пути перехода. Да? Откуда-то куда-то. И в этих путях достаточно откуда куда или недостаточно появляется еще что-то. Да? И вот это что-то, вот эти 2 времени, 2 модальности времени похожи, отличаются от этого. Это отличие мы начали искать. Начали искать и сказали про него, что там есть ару. Что такое ару, хрен его знает, тем более там система, что-то очень сложное. Мы начинаем искать простейшие корреляты этого ару. И возникает, да, вот как с подачи Николая, что это актуальность, место акта, действия. Да. Потом, когда Володя начал говорить про деятельность, мы тормознули, давайте не путать. Деятельность деятельностью, действие действием. Да. Поэтому про действие мы уже понимаем. Место действия настоящее. Да. Мы понимаем тогда, что нам необходимо что-то про это сказать, запомнить это функциональное место, да, каким-то пониманием действия, и дальше идет рассуждение. А если мы не действуем, то что? Ну, мне кажется, это немножко все равно заход не стоит. Если там, то нет действия, да? Мы это кладем, мы пытаемся понять, что же это такое, когда нет действия. Да-да. Ну, тут не действие, тут изначально фраза была про возможность что-то сделать. Тут немножко другой смысл, мне кажется. Ну так и попробуйте что-то сделать с тем, что было вчера. Нет, понятно, что сделать с тем, что было вчера, мы ничего не можем. Я бы пошел просто другим путем, и мы стали разговаривать о том, чем отличается один путь от другого. Ну, да. И исходя из этого, там можно прийти к тому, чем будет наполнен настоящее. А если понять отличие, и нахрена второй путь вообще нам нужен, если есть один, и он... Вот этим мы и занимаемся сейчас, да. У меня ощущение, что мы не совсем этим. Я говорю, ощущение просто, что не совсем этим занимаемся, поэтому А чем вы занимаетесь? Нет, тут как раз... Вот теперь мы вернулись. Да, Чего? теперь мы вернулись, Да, да. хорошо. Что? Ну, вы начинали с немцев, что у него есть в конструкции языка есть пассивный залог. Вот если мы идем по первому пути, прошлого будущее, собственно, значит, над нами совершается действие какое-то. А если мы по второму пути, значит, мы являемся активными акторами. Ну да. Я вот это имею в виду, я так понял, почему вы немецкий язык вспомнили. Давайте сделаем отступление, да? Понимаете, а в английском как это? То же самое. Что то же самое? Как деятельность по-английски? Activity. А по-немецки? Tätigkeit, да? Деятельность Tätigkeit. А активность как? Ну, активитет есть слово, может быть, фейхкайт. Маханка. Но смотрите, в немецком, как и в русском языке, есть 2 разных слова. Да? Вот русское слово активность есть? Ну, заимствование. М? Ну, заимствование. Ну почему из английского? Вот. Ну, да, откуда-то оттуда. Как бы, да. Но словом активность мы называем не деятельность. Потому что может быть активность клетки, да? Активность, там, не знаю, пластов ядра Земли, там, да? Выражающаяся в вулканической активности там, и так далее. Да? То есть нет, не обязательно то, что делается сознательно там, и прочее. На это мы распространяем слово активность. Да? А в английском как будет активность вулканическая по-английски? А деятельность человека?
ну, блин, как говорит Задорнов, ну, тупые. Не различают таких вещей. В смысле, мы понимаем, что философия интимным образом связана с языком. И самый главный враг философии – это синонимия. Но как только различие схвачено, то и в английском языке можно говорить о этих различиях. Несмотря на то, что и в русском языке до поры до времени не было каких-то слов и так далее. Сейчас в английском есть дохренище слов, которых вообще в русском нет. Так далее. Но мы, тем не менее, различаем. Мы различаем здесь два разных пути. Мы же различили их как разные, да? Да, И вот теперь пытаемся понять и схватить эту разницу. Что такое? И просто я смотрю, что словарь не выдает activity как активность в единственном числе, а activities как активности, как деятельность. Ну, может быть, это не лучше слова. Ну, тоже Понимаешь, можно, ты что-то хитрое имеешь в виду. тоже можно привыкать к этим вещам, да? Вот скажем, когда мы говорим времена, что имеется в виду? Вот времена в грамматике, как только мы взяли в рамку, грамматика, там, когда мы говорим во множественном числе времена, это понятно, что имеется в виду, да? А когда мы просто говорим времена, что может быть вне времени? То есть как может время иметь множественное число? Ну, вот. Там уже другая рамка появляется. Да? Отлично. Итак, мы сейчас занимаемся тем, чтобы пытаемся понять, схватить различия, пути, которые в этой схеме называются преобразовательный путь и эволюционный. Чем они отличаются? Да? И мы нашли даже как бы слово, подлежащее, да, действие. Они отличаются возможностью действия. Да? Теперь осталось выяснить, а что не является действием, чтобы мы могли говорить про этот путь. Так, значит, сейчас у нас есть проблема. Да, мы затянули разбор схемы шага развития. Мы можем как-то обойтись без догматики дидактической. Да? То есть сегодня посвятить целиком все собрание, наше занятие разбору этой схемы. Да? Или перейти, или прервать и перейти к другой, остановившись на том, что мы ищем содержательную герменевтическую разницу между преобразовательным путем и эволюционным путем, понимая, что отличаются они возможностью или невозможностью действия, но мы столкнулись с тем, что мы не понимаем, что такое не действовать. А мы на нижней схеме уже назвали эти пути, да, эволюционного преобразования. Ну, когда, да, вводили эту схему, пока вы опаздывали, да, ну, послушали, потом начали заниматься анализом. А что у нас есть для анализа пока? Для анализа у нас есть вот эта вот исходная грамматическая, логическая, грамматическая конструкция. Подлежащее и сказуемое. Про одно и то же подлежащее мы можем разное сказывать. Да? И одно подлежащее терпит одно сказуемое и не терпит другого сказуемого. Ну, например, мы говорим, дождь идет, и человек идет. Да? Понятно, что идет дождь и идет человек, означают совершенно разные вещи. Да? Поэтому точнее и правильнее было бы говорить «дождит». Но мы говорим «дождь идет». Но при этом как бы интуитивно, еще каким-то образом понимаем, что ходит дождь не так, как ходит человек. Но это простые вещи. А как только мы имеем дело с чуть более сложным, то этого интуитивного проникновения недостаточно. Нам надо все разобрать и проанализировать. И вот мы
мы остановились на этом. Что такое не действовать субъекту или подлежащему? Нужна только схема М? для деяний. Что такое там, действовать? Схема для действия действия. Все, что не вписывается в схему, то не действует. Можно и так. И, кстати, это не самый плохой путь понимания. Для того нам и даны схемы, чтобы понимать такие вещи. Да? Не вписывается в схему, значит не вписывается. Почему нам про этот вопрос приблизительно к этой схеме? Что означает не действовать? Но если мы не действуем, мы как бы переходим из прошлого в будущее. А если действуем из прошлого в настоящее, из настоящего в будущее. Это кто вопрос? Мне кажется, что это немножко тут притянуто за уши. Ну, если, то есть в эволюционном пути мы не действуем в принципе. Ну, скажите, а что? А Не я действуем, а спрашиваю, что? откуда вопрос появился? Почему мы про действие начали разговаривать? Появился, Потому что Коля сказал Ну, про то, что ничего нельзя сделать с Да. прошлым и с будущим. Тогда в За этим эволюционном пути в цепляется. принципе ничего нельзя сделать. Да. А что тогда? А что-то там происходит. Да, что там происходит? Что делают все люди? Бездействие начнем. Ну, это ведь неправда. Ну, предполагаем. Вот смотрите, что значит это неправда. Вот по схеме это правда. Причем категоричная и абсолютная. В схеме нет слова действия. Да? Мы ее взяли извне и сейчас натягиваем на эту схему слово действие. Там же ничего про действие нет в этой схеме. Действие в данном случае есть пустое функциональное место, которое появляется как фиксация различия этих двух, то есть сходство вот этих двух модусов времени и различие их вот этого. И мы это различие назвали действием. Даже не действием, а возможностью действия вот здесь, в настоящем. Мы говорим, ага, мы теперь ищем, да, содержательное наполнение. То есть что мы про это можем сказать? Назвать-то мы назвали различие, да? Настоящее отличается от прошлого и будущего возможностью действия. То, что находится в настоящем, подлежит действию, изменению. Там, и так. Мы на это можем влиять. Можно я попробую? Если это будет ерунда, можно будет просто это опустить. Вернуться на шаг назад просто к настоящему. Да? Можно ли сказать, что когда мы действительно целенаправленно двигаемся от определенного прошлого к определенному будущему, да, рефлексивно, то настоящее существует как момент, в котором мы удерживаем два, в общем-то, фиктивных плана. Как было и как будет. Мы удерживаем одновременно. И это как бы пространство выбора, вот, где мы выбираем, что сделать, чтобы от А перейти к Б. Тоже верно. И это, кстати, альтернативное утверждение относительно того, с чего мы начали. Да, а когда вот этого рефлексивного удержания нету, тогда просто получается, мы достаточно быстро бежим, чтобы остаться на месте, да, вот там делаем ремонт, текучка. Там. Вот теперь смотрите, да, что происходит. Происходит следующее. Значит, Николай сделал гипотетическое допущение, ну, в нашем рассуждении, да, что здесь действие. И это действие отличает настоящее от этого. Ольга, да, говорит следующую штуку, что здесь у нас рефлексия, причем полагающая рефлексия, да, полагающая что-то как прошлое, а что-то как будущее. И вот у нас есть уже два функциональных места. Два наполнения функциональных. Два наполнения для функциональных. Уже даже предварительно наполненных функциональных мест. Потому что пустыми их держать, это наша задача. Там это два разных наполнения для одного функционального места, настоящего. Для настоящего места это два предложения.
или гипотетических допущений. Два наполнения. Что это вот то, что вот это место действия или возможность действия, это место рефлексии, да, это характеризует для нас настоящее, в отличие от прошлого и будущего. Это пока без полагающей функции рефлексии даже, да? Просто это отличает от остальных элементов этой схемы. Но это допущение. Теперь, сделав эти допущения, мы сами номинации действия и рефлексии опять объявляем пустым функциональным местом, чтобы про них что-то сказать. А что это такое? И вот с чем мы столкнулись? С рефлексией тут тоже будут проблемы, как бы, но с чем мы столкнулись по поводу вот этого полагания или этого допущения, да? Что мы не можем его отличить от чего-то другого. Мы не знаем, чего другое. Да? С нами что-то происходит. Происходит, более того, как только мы начинаем говорить, а вот здесь преобразование. Когда с нами что-то происходит, например, старение. Разве это не преобразование? Почему? Эволюция, да? Бегали тараканы. Вот он вдруг раз и стали динозаврами. Эволюционер. Ну, тогда я просто возвращаюсь к тому, и там, получается, есть у нас пути развития, есть эволюционные, есть преобразовательные. Мы пытаемся рассуждать, чем один отличается от второго. Да. Ну, вот я слышу, да, что мы как бы пытаемся отличить первое от второго, потом Коля полагает, что оно отличается действием, на что ты говоришь, хорошо, если там действие, то там что? И как бы и получается нет развития. А зачем нам нужен второй путь, если у нас уже есть путь развития, зачем нужен второй? Может, тогда... Стоп. Итак, мы уже выясняли, что вся схема, которую мы вот здесь рисуем в двух видах, да, нарисована она внизу, вверху, одна и та же, как бы, но с разным количеством слов, утверждений там, и так далее. Она про что? Про развитие. Тогда, что такое развитие? Это то, про что эта схема. В этой схеме мы минимально насчитали 6-8 элементов. Если мы выкинем из этих 6-8 элементов 1 или 2 элемента, будет у нас развитие. В какой стадии? Могут быть двойных качественные элементы. Это могут быть двойных качественные элементы. Следовательно, это будет развитие. Нет, подождите, тут, как бы, тут просто статус нашего обсуждения. Развитие это вот это. Да, но это как бы ведь что сейчас происходит? Происходит исследование схемы, да? Исследование, а не создание. Да? И если как бы, если там есть 3 части, ну, например, или там 8 элементов, то они там зачем-то нужны. Да, вот, кстати, Таня то есть, очень хорошо сейчас напомнила нам, да, они... что создание схемы это и исследование схемы – это разные вещи. То есть, а тут как бы предполагается, что оно все есть и оно все значимо. Да? И нам нужно понять, а что же оно обозначает. Я говорю, если там нарисованы 2 пути развития, да. значит одного... Нет. Да, нет, ну, правильно. Нет. Подождите. Развитие – это то, о чем говорится всей этой схемой. Хорошо, что Роман там же есть правильно. 2 каких-то пути. 2 каких-то пути, то одного недостаточно. 2. Я и говорю, что если их 2, значит одного недостаточно. Да. Если мы зададим вопрос, зачем... До этого еще... Нет, в смысле, если там 2 пути... 2 пути чего? Подождите, если там 2, то эти 2 зачем-то нужны. Да. Ну, и развитие, это когда 2 пути. Ну, это вы уже... Потому что если есть быстро один... протащили. Подождите, если есть один путь, он здесь красненький. Ну она тут называлась схема развития. Да. Ну, да. Эволюция не есть развитие. Эволюция – это эволюция, развитие – это развитие. Мы можем сейчас разобрать про эволюцию. Что такое эволюция? Сделать эволюцию пустым функциональным местом и начать ее обсуждать. Мы не можем сказать, что эволюция – это естественное развитие. Почему? Можно. Эволюция – это развитие. Естественно. Естественно. А значит не развитие. А какое это развитие? Не искусственное, то есть, естественно.
А развитие – это когда два пути вместе. Вот вместе ли, мне схема как очевидна. Но неочевидность возникает из-за отсутствия, в принципе, такой герменемы, да, или гермены. Как, а что бывает, когда недействие? И вот мы начали с действия и недействия, что противостоит действию, да? Споткнулись на этом, появилась на этом спотыкании дополнительная гипотеза или дополнительное полагание, рефлексия. Теперь у нас пути разошлись, как бы. Надо и то обсуждать, и это обсуждать. Рефлексия – это частный случай действия. Рефлексия – это же какое-то действие. Почему не попадает под рамку действия? Нет, рефлексия это не действие. Это остановка действия. Можно третье вместе, или первое, другое. Дальше что больше? Вот теперь смотрите, остановка действия – это не есть искомое нами не действие. Ну, тут наоборот, значит, что между прошлым и будущим там есть действие, а в настоящем есть остановка действия, и это противоречит тому, что мы говорили до этого. Ну-ка, в чем противоречие? Ну, потому что там действие вот, в эволюционном пути, Опа. а у нас Это нет. Это нам друзья в помогают. настоящем есть остановка действия и вот рефлексия. С чего это все берется? Может, настоящее за счет этой остановки и есть? Вот тогда там не действие. Вот теперь смотрите, мы находимся сейчас в состоянии или в процессе, да, понимания, в состоянии непонимания. Идет процесс понимания, это не построение схемы и даже не анализ. Схему, потому что анализ мы тоже остановили, мы теперь пытаемся понимать. И в этом понимании мы можем делать разного рода ходы там, и так далее. Да? Вот, ходы в понимании мы уже некоторые сделали, противопоставили, положили как разное. Да? Вот это не это. Вот если в пути преобразовательном, который обозначен там преобразовательным, пролегающим через настоящее, да, мы вводим действие какое-то, да, то если мы идем другим путем, там действия нет. И значит, на том другом пути что-то, что не является действием. И тогда мы начинаем понимать и наполнять, герменевтически наполнять категорию действия, и в то же время вводить, понимательно вводить категорию недействия. И, скажем, для того, чтобы различать действие и недействие, наверное, надо привлекать целый ряд каких-то других вспомогательных вещей, дополнительно что-то класть. Ну, например, цель. У старения есть цель? Цель? Да. Наверное, есть. Понятно. Кто ее поставил, это такой вопрос. Давайте тогда Не разбираться. загаживать планету, надо же... Нет, подождите. Это не устарение природы. Еще раз, мы сегодня анализируем схему шага развития. Да? Разбираем. Сейчас. Схема шага развития является онтологической схемой. То есть она описывает мир. Для того, чтобы она могла описывать мир, мы должны разложить ее на отдельные составляющие части, элементы, понять составляющие части. Дальше там происходит мультипликация. Каждой из еще частей, еще появляются части и так далее, и так далее. Она описывает мир, собирая его в сложную конструкцию, в сложную систему. Ковыряясь в ней, мы находим там другие части мира. И вот эти части мира, они присутствуют в этой схеме. Если схема описывает весь мир, то все, что в мире есть, в ней может быть найдено. Тогда это схема про развитие мира. Про все. Нет, это схема про развитие. Причем это схема про развитие и про время. Да. Она ничего не говорит пока про пространство.
если мы не найдем его где-то там внутри какого-то элемента. Но сейчас мы даже близки к тому, чтобы найти пространство. Знаете, каким образом? Очень просто. Мы можем, конечно, допустить, что даже у эволюции и у претерпевания есть цель. Допустив это, мы одновременно допускаем и как бы попытку фальсификации этого утверждения. А какие основания у нас приписывать цель чему-то? Только одно основание, что цель мы можем поменять. Если то, к чему движется некий процесс, нельзя поменять, в нем нельзя поменять то, к чему он движется, это уже не цель. Цель — это то, куда мы направляем что-то. Сначала кладем, объявляем нечто целью и направляем процесс туда. Если мы не способны поменять цель, свернуть процесс, там и так далее, там нет цели. Значит, в втором пути есть направленность и цель, а в первом пути нет. Направленность есть. Цель Но есть направленность, цели нет. Да. Куда течет река? Я рассказывал, наверное, когда-то у меня было такое впечатление. Едем мы в Архыз, проезжаем где-то в районе станицы Зеленчурской, в Карачаево-Черкесии. Мост. А мост пролегает по какой-то мелкой электростанции. А на электростанции огромнейшими буквами, 2 человеческих роста, надпись: течет вода Кубани реки, да, велят большевики. Это страшно нравилось, да? Большевики, они могли поменять цель реки, да? Поменяли. Но тем не менее, река течет бесцельно. Ну хорошо, сравнивая течение реки и действие, мы тогда схватываем, понимаем, в чем отличие? Мы же реке не можем приписывать свойства субъекта наличия цели. Ну конечно. Цель реки Кубань, да, задают большевики. То есть внешняя сила какая? Ну точно так же, как цель, не знаю, для боевого топора мы назначаем. Да? Нету у топора цели. У стрелы, которую мы выпускаем из лука, нету цели. Но мы направляем ее к цели. И это разные вещи. При этом и в действии тоже может не быть цели. А действие может быть, а цели не быть. Да. Интересная мысль. Вот категорически нет. Да, потому что тогда какой смысл называть это действием, для чего это выделять? Для чего это выделять, из чего? Из всего того, что в мире происходит. Вот скажем, недавно во Франции, или в Монако, это не Франция вроде, да? Человеку дали 2 года тюрьмы за издевательство над кошкой. Человек потрепал кошку, даже не убил ее, издевался над ней, ему дали 2 года тюрьмы. Скажите, пожалуйста, если собака, пробегающая, потреплет кошку и нанесет ей тяжкие телесные повреждения, сколько лет тюрьмы ей полагается за это? Мышка висит. Просто ее природа.
Нет, вы можете, конечно, отшлепать собаку. Но понимаете, вы собаку не будете судить за то, что она сделала с кошкой. Осуждать будет? Смотря какую собаку и какую кошку. Это как камень упал. В Швеции уже одна женщина претендует, что она кошка. И что, тогда собака совершает не действие, а что в отношении кошки? Природа. Она субъектностью не Реализует обладает. инстинкт. То, что кошки и собаки не способны к действию. Ну, ладно, как тогда назвать А, то, что... Вот мы понимаем сейчас, да, мы понимаем, что значит понимаем? Мы движемся в понимании, да? Мы понимаем, это значит, мы осуществляем такую работу. Мы понимаем, вот как мы плаваем, да, мы учимся, вот мы понимаем. Понимаем, но еще не поняли, но уже приближаемся к этому. Итак, действие относится к чему-то, где есть цели, их можно менять, да? Но вроде бы, мышка может быть аналогом цели для кошки, там, когда она там охотится. Вот человек охотится с луком, да, и направляет лук там в зверюшку какую-то. Ну и кошка же охотится. Очень похожие процессы, да? Отлично. Значит, этим они похожи. Ну вот оценку давать, моральную оценку, не абы какую, можно давать оценку такую, ага, кошка прыгнула и промахнулась. А кем промахнулся, там еще что-то такое, да? Мышку не поймала. Неудачное действие. Эту оценку мы можем давать. Но вот моральную оценку, хороший поступок совершила кошка или плохой, мы не можем. Там нет моральных, как бы, а вот действие подлежит моральной оценке. Всегда. То, что не подлежит моральной оценке, это не действие. Получается, действие это то, что совершается человеком, который в каких-то случаях может мыслить, поэтому он отвечает. Вот мыслить в данном случае пока излишнее, как бы, да, привлечение сущности без надобности. Но, вот, скажем, у дома сорвало крышу. Мы можем обвинить в этом Хавьера или Даниэля. Это как бы квази-имена собственные природных явлений. Но Хавьер не виноват. А вот если кто-то приходит и подложил под стреху взрыв пакеты, поджег и крышу снесло, за это можно и сесть. Да? То есть, если он подложил сам целенаправленно, да, то это действие, а если подложил под гипнозом, то это не действие. Мне непонятно, откуда взялось такое понимание действий. Меняемость, намеренность, Что идет к свободе воли. Мы понимаем. И, кстати, субъектность. да. И это вот достаточно логично вытекает из анализа, или вот через полагание. Да, это логичное полагание в анализе такого рода онтологии. Поэтому, скажем, психологи, которые не пользуются такого рода онтологией, они вынуждены тоже с этим разбираться. И они поэтому говорят о произвольности, непроизвольности, например, да? Ну, действие, да. Нет, не действий, произвольности и непроизвольности отправления каких-то процессов. Ну, Хавьер наступает. Ну, психологи не говорят про Хавьера. Хорошо, а про что они говорят? Про жизнедеятельность. Ну, например, они говорят про забывание, про амнезию. Да? Отлично. Амнезия – это произвольное действие? Нет. Оно имеет цель. А оценку можно ему дать? Ну, какую-то можно дать, там, степень от... Ну, точно так же, как кошки, которая прыгнула на мышку и промахнулась, да? Забыл вот это, забыл больше, забыл меньше, там, и так далее. Но запоминание – это произвольное действие. Мы имеем цель.
Мы делаем усилия, или меньше, или больше, да, достигаем цели и прочее. Мы даже можем морально оценить это. А вот забывание непроизвольная штука. Даже психологи это понимают. А мы просто таки обязаны это понимать. Да? И говорим, действие называется то, где есть цель. Это необходимое условие, но недостаточно. А вот достаточным является моральная оценка. Подлежащее. То есть действие это то, что подлежит моральной оценке. Если нечто не подлежит моральной оценке, не есть действие. С этим более-менее разобрались, нет? Ну тогда действие, если оно имеет цель, да, значит, действие состоялось, когда цель достигнута, да? Умеющий достигает цели быстрее, не умеющий медленнее. И это служит основанием длительности. Длительности того, что происходит вот в этом пути. Значит, настоящее можно менять по длительности. Сколько длится настоящее? Настоящее зависит от цели, еще не только от того, умеющий либо не умеющий. Ну, настоящее длится, пока цель не достигнута. От точки постановления цели до нее. Пока не реализованы запланированные действия, мы дальше боремся, достигли или не достигли цели. То есть, когда мы прекращаем действие, раз. И тогда начинается, вот что начинается, если заканчивается действие. Нечто непроизвольное, например, да? Претерпевание. То, что с нами происходит. Происходит с нами или делается нами. Вот в языке, в любом языке, по-моему, не только в немецком с его пассивным и активным залогом, но и в любом языке эти вещи очень четко различаются. Нами делается или с нами происходит. Отлично. Но тут в ней вмешивается еще одна штука, рефлексия. Что мы делаем с рефлексией? Когда действие заканчивается, вроде бы заканчивается настоящее. Тут коварным образом появляется пространство рефлексии. Когда мы Коварным образом появляется пространство рефлексии, но с этим нужно будет разбираться. Может быть, даже рефлексия окажется важнее действия для настоящего. Потому что, вот давайте скажем себе, разбор схемы шага развития является нашей задачей. И вот пока мы разбираем схему шага развития, длится наше настоящее. Да? До этого настоящего было прошлое, когда мы ни хрена не понимали в развитии. После этого наступит будущее, когда мы все будем понимать о развитии. Да? А пока длится настоящее. И в этом настоящем разворачиваются процессы понимания. Слушайте, Отлично. А если мы изменим ракурс, наше настоящее будет длиться до тех пор, пока мы не разберем все необходимые или базовые схемы. Но разбор, анализ схемы, например, как действие, да, оно, вот, конкретно. Закончили анализ этой схемы, действие закончилось. Тогда, а настоящее? что запланировано. Ну, задачу не выполнена. Мы поставили цель другую, не только одну. Значит, помимо действия есть нечто, что определяет размерность настоящего. Цель. Ну как цель? Ну, вот поставили себе цель проанализировать схему шага развития. Проанализировали, цель достигнута.
цель, кроме того, что цель это то, что может быть сменено, да? Поставили себе одну цель, заменили, там другую поставили и так далее. Цель еще характеризуется одной штукой. Цель исчезает по достижению. Она становится достижением, достигнутым результатом. Да? Результат. Что такое результат? Результат – это цель, достигнутая, ставшая прошлым. Цель – это недостигнутый результат, то есть цель, результат и цель – это модальности, которые мы в настоящем кладем либо туда, либо сюда, и в этом смысле они меняются местами. Да? Как только цель достигнута, она стала результатом, и больше нету ее. Была и нет. А настоящее длится, потому что мы находимся в состоянии переназначения цели. Какую схему мы будем анализировать после схемы шага развития? Отлично. Что нам дает такую возможность переназначать цели, да, и постоянно удерживать цель в будущем? И вот то, что говорила Ольга про рефлексию. Да? Рефлексия – это возможность полагать нечто как прошлое, а нечто как будущее. Мы, люди европейской культуры, думаем, что вообще будущее и прошлое – это объективная реальность. Вы почитайте Воннегута про баканизм, да? Баканизм. В баканизме нету прошлого, настоящего и будущего. Время там не течет, а стоит на месте, и каждый момент времени, да, имеет структуру. Такова структура момента, надо говорить. И их можно тусовать, как кубики. Но это фантастика, да? А вот Гумилев, например, описывает субпассионарное состояние общества, в котором для людей не существует прошлого и будущего. Для них все как бы вот равномерно. Конкретную длительность удержания времени они осознают, чувствуют, да? Но когда с ними разговариваешь про то, что будет завтра, через год, они этого не понимают. Субпассионарное общество находится в состоянии такого покоя. Да? Для них нет шага развития, там, процессов каких-то и так далее. Можно еще пример вспомнила. Мифологическое. Можно добавить про восприятие настоящего? Ну да. Что для мифологического сознания нет настоящего, будущего, что в идеале все, что делают люди, это сакрализовано, это повторение того, что происходило во время она, то есть любой там, например, там, посев семян, это повторение действий первого героя, там совокупление, это повторение там, первого акта и так далее, и так далее. То есть настоящего нет. Да. Да. И ритуал в этом смысле есть зацикливание, да, времени. Циклическое время наиболее адекватное представление о времени мифологического сознания. То есть схема шага развития описывает не все на свете. Она описывает только определенную онтологию мира, в котором живет деятельный европейский человек. Все остальное сюда не попадает. Но раз уж он как бы живет в этом мире, он должен его освоить. Освоить все сказуемые, все предикаты всех подлежащих здесь. Да? Итак, давайте вернемся к времени и к развитию. С временем более-менее разобрались, да? Ну, более-менее, на этом уровне понимания. Давайте к развитию. Итак, развитие – это функциональное место или подлежащее, про которое сказывается эта схема, и значит все 6-8 элементов в развитие входят. Нельзя их выбросить. В развитие входит место цели, то есть
будущее, да? Место причин – прошлое. Место рефлексии и переназначения целей, оценок и так далее. Это настоящее. В развитие входит путь, который от нас не зависит, который происходит сам собой и который мы претерпеваем. Эволюция или естественный. И искусственный путь. Почему он искусственный? Потому что там мы владеем размерностью и длительностью. Мы можем раздвигать и сужать настоящее. Мы можем вообще отказаться от настоящего. В принципе, не думать, не назначать, не рефлектировать, не действовать. Но умирать мы от этого не перестанем. Да. Вот скажем, там, некую вещь мы можем положить в хранилище и с определенной долей допущения, да, по прошествии некоторого времени из хранилища достать как не изменившуюся. Да? Правда, я сегодня попытался, приехав из Несвежа, съесть сырок, не отобрали его злые девки. Сказали, срок годности, говорят, истек. Я один спас, правда, и съел. Ну, даже в холодильнике не все вещи, да, не все вещи в хранилище оказываются неизменными. Они все равно меняются. Но нам важно в данном случае, что этот естественный путь от нас не зависит. А вот искусственный путь зависит. Мы можем менять там размерность этих вещей. Можем ничего не класть в холодильник, а можем продлить срок хранения там, и так далее. Да? Ну или там, раздвинуть какие-то вещи. Тем более мы можем научиться быстро решать задачи и достигать целей, а можем достигать медленно. Поэтому сокращение или увеличение размерности настоящего не есть хорошо или плохо, да? Но есть условная штука, в зависимости от тех оценок, которые мы как бы себе туда кладем. И тогда развитие – это комплекс из естественного и искусственного путей перехода, преобразования. Если нет одного из составляющих, нет никакого развития. Ну, проще понять, почему нет развития, если нет искусственного пути. Да? Ну, срок портится, даже в холодильнике. Да? Никакого развития с ним не происходит. Даже если сыр, говорят, там, от времени может становиться лучше, или вино, как бы, да? Это не есть развитие. А это есть цикл изменений, который заложен, предусмотрен и так далее. Как бы ни улучшалось вино с течением времени, рано или поздно оно все равно в уксус превратится. Да? Цикл в этом смысле от нас не зависит. А вот что означает отсутствие развития, если нет естественного пути? Так бывает, чтобы не было естественного. Да, в любом случае. Да ладно. Спать есть. Спать есть. Находиться под гипнозом. Ну, это тоже естественно. Нет, так подождите. Как это может не быть вообще естественного пути, если там вещи портятся, стареют? Ну, значит, То они есть не это... старели или не портились бы. И где-то видела такой мир, в котором ну, как это, нету естественных процессов. Пропадает Ну вот, да. Что-что? Искусственный интеллект, говорит. Ну, может быть, не искусственный, да, а спекулятивный интеллект. Что такое? Спекулятивное мышление, да, вот, например. Когда люди решают задачи, не сопряженные с... Ну, человек портится в то время, пока он решает задачи. Но развития нет. Ну, естественно. Ну вот, понимаете, то, с чем мы сталкиваемся,
когда обнаруживаем человеческое пустословие в коммуникативных ситуациях. Да? Люди вроде горячо спорят, Не, я определяют скорее... понятия, Разумеется. еще какой-нибудь херней Просто тогда страдают. нужно определить, где именно не должно быть естественных процессов. Потому что в том, что задействовано, даже в пустословии, какие-то естественные процессы текут. Я говорю про развитие. Развития нет. Потому что нет. Не сопряжены процессы, которые текут, да, не сопряжены с тем, что происходит в настоящем. Рефлектируется, делается и так далее. Естественные процессы есть, но они не связаны друг с другом. Естественное с искусственным. Да? Ну да. Это очень часто происходит в экономике, например. Да? Происходит инфляция, да? Обесценивается валюта. Идет естественный процесс инфляции. Тут люди начинают думать, а как бы нам остановить это дело? Ну, например, уменьшить денежную массу. Да? Они уменьшают, инфляция происходит. Или там придумывают всякие девальвации, дефолты и всякую такую фигню, да? Не анализируя причин инфляции, не сопрягая свои экономические действия с естественными процессами, которые текут, да? Люди там развития не происходит от этого, изменений не происходит, нужных там и так экономических, да? И там начинаются вопросы, которые волновали когда-то там Вебера, социологов 19-го, начала 20 века, да, цели рационального действия, цели рациональности. Вроде бы все признаки действия налицо, цели ставятся, оценки даются, да? Но отсутствие сопряжения с естественными процессами не ведет к развитию. Да? И здесь очень важно тогда, почему. Вот здесь мы рисуем действие, рефлексию на нижней схеме, да? Начали рисовать. А вы, когда рисовали эту схему, вы сюда систему АРУ нарисовали. Что значит в данном случае система АРУ? Отличие от действий и прочего. Это означает, что сопряжение, организация чего? Искусственная форма естественных отправлений. Руководство. Это назначение целей для того, что уже движется или может двигаться, как стрела. Мы ее можем выпустить в белый свет, как в копеечку, а можем направить в цель. Да? Рукой водить. И управление. Управление это тоже придание формы тому, что движется само, самодвижущимся каким-то вещам. И вот это УРУ, это и есть сочленение или комплексирование естественного и искусственного. И когда мы этого достигаем, комплексирования и сочетания естественного и искусственного, мы получаем развитие. Во всех остальных случаях все течет, все меняется. Только мы к этому не причастны. Ну как? Что-нибудь понятно про схему шага развития? Что-нибудь понятно. Хорошо. Я думаю, что далеко не все понятно, потому что схема шага развития может нам трактовать, объяснять, быть предикатом к многим еще другим вещам. Вот обычно методологи ее используют для обсуждения программирования, проектирования, стратегирования, революций, реформ, ну и многих других вещей, да, в том числе и через рефлексивные механизмы для квазиестественных процессов. Ну, например, когда будущее рассматривается как зона ближайшего развития, и в этом смысле выступает средством анализа
квазиестественных процессов, как то взросление, социализация там, и так далее. Да? То есть можно не только по отношению к деятельности, но и по отношению к тому, что происходит с человеком, это описывает. Точно так же, как при аналитике политической, там, да, мы можем сравнивать ситуации прошлого, будущего, назначать соответствующие факторы, перехода, переключения, анализировать игры и так далее. То есть со схемой шага развития можно много чего делать. Но мне сейчас важно следующее. В следующий раз мы возьмемся тогда анализировать какую-то другую схему. У нас есть схема акта деятельности, есть схема воспроизводства деятельности, трансляции культуры, схема конфигуратора там, и так далее. Да? Мы будем анализировать, достаточно ли, а может быть даже избыточно, вот того средства анализа, которое у нас есть. Разделение на подлежащие и сказуемые. И очень аккуратный подбор любого сказуемого к соответствующему функциональному месту подлежащего. Вот из этого разбора, из этого анализа мы делаем урок для того, чтобы лучше, искусственнее, искуснее анализировать другие схемы. Давайте так. Ну вот вы говорили, например, что важно вот, те части, из которых состоит схема. То есть, да, вот не просто так нарисовано грани или вот эти пространства. То есть, ну, я так понимаю, что это тоже имеет смысл. То есть, то, как она, из чего состоит, из каких элементов. То есть не только определение функциональных мест, или как бы, как, может быть, если по-другому сформулировать, то есть части схемы, как каждая из частей может быть функциональным местом. Ну. Другого пути просто не объявлено. Другого пути изучения схемы не объявлено. Объявлена одна схема через там, изучение схемы, через определение места, функционального места и наполнение. Возможно. Ну да, есть еще рамочно-ядерные конструкции, да, и мы даже вынуждены были их сегодня привлекать, но пока я на них не акцентировал внимание. И с рамочно-ядерными конструкциями, как мне кажется, надо будет поработать нам отдельно, может быть, не анализируя там всякую схему, но попробовать с разными категориями поработать, как с рамками, а потом как с ядрами и в мерцании рамочно-ядерных конструкций, когда мы ядра разворачиваем в рамки, а рамки сворачиваем в ядра. Поупражняться с этим. Да? Это надо будет, но поэтому для этого надо будет еще ввести эти штуки. Я потом вам скину, вот хорошая была статейка у Петра Щедровицкого по поводу истории введения рамок. Но Кстати, я просто шла на методологический Переживай. Тут место для тех, кто приходит. Оттуда что у вас, упражнение. Но вот давайте так. Это отступление от анализа схемы. Знаете, я думаю, что если мы не будем с вами взаимодействовать в промежутках между семинарами, наше движение и развитие будет очень медленно, а может и вообще не будет. Но чтобы взаимодействовать в промежутках, ну, для этого нужно найти время и повод. Да? А кроме времени и поводов, я еще вот такую штуку понял, что между участниками образовательного процесса должна существовать такая штука, как любовь, взаимный интерес. А без этого взаимного интереса ни хрена не получится. Да? То есть, а я не могу сказать, что я вас люблю. Чтобы не врать, не могу. Вот почему
почему Водолазская такая умная? Потому что когда она училась, я ее любил изо всех сил. Мне было интересно с ней работать, ей было интересно меня доставать. А у нее было особое садистское проявление любви. Но я это мог терпеть, поскольку это любил. Да? И вот к поколению Водолазской, там, Егоров и так далее, я их любил. С вами? Такие проблемы. Но, знаете, Дидактические приемы. Дидактические приемы. Воспитание любви. А любовь – это искусственное или естественное состояние? Искусственное. Давайте постараемся. К следующему разу. Задание. Высокий год Панскевича. Я со своей стороны постараюсь вас полюбить, но и вы уж постарайтесь как бы со своей стороны, чтобы я вас мог полюбить. Для этого надо... Да. Хорошие. Не абы какие. Ну что я буду любить человека, который задает дурацкий вопрос, правильно? А вы не уточняли? Ну, вы же не уточняли. Не уточняли. Знаете, как половой любви, да? Дорогой, ты меня любишь? Конечно, дорогая. Докажи. Как? Загадка. Там много загадочного в этих дурацких любовных отношениях. Ну мы вам напишем Валентинки через неделю. Нет, Все. засуньте себе Валентинку. Это любовь, разнорядочка. Валентинка президент. Ну вот, с ней полюбили. Или воспользуйтесь подсказкой. Вам говорят, правительство выпустило список людей. А мы их не будем любить, мы будем вас. Правильно? Вопросы надо задавать правильно. Но чтобы мне полюбить вопрошающего, я должен сам задуматься над вопросом. Как минимум. Мы ведь с вами учимся на магистров игры. Да? Не просто на магистров игры, потому что в соседних комнатах там тоже разные магистры. ВКЛ, там еще чего-то. Да? У нас методологическое. То есть это особая, как бы извращенная публика, которая доставляет гедонистическое удовольствие мыслить. То есть искать ответы на вопросы, ответы на которые заранее неизвестны. Но релевантные вопросы. Вот я сейчас сегодня вернулся, приехал сюда из Несвежа, куда завтра опять в 7 утра вроде как надо ехать, да? И там культурницкий семинар, люди обсуждают культуру. Но очень странные люди, потому что все увлечены. Кто-то там песнями, кто-то там сохранением архитектурного наследия, кто-то там еще чем-то, да? И вот они, как бы, будучи увлеченными, теряют способность говорить вообще о культуре. Ну, кто-то о песнях, кто-то там о руинах. А в принципе вообще затык. И поэтому начинается что-нибудь обсуждаться. А я хочу сказать. И начинают говорить совершенно не это самое, не про в Киеве дядьку там, а в огороде Бузина. Да? И вот такого рода вещи, они не способствуют. То есть там нет релевантности размышлений. Это к тому, что мы можем не жалеть времени на разбор вот этих схем. Схемы на самом деле очень богатые и позволяют в своем анализе, при анализе их понимать мир, с одной стороны, а с другой стороны, сами эти схемы используют при анализе мира и достигать определенных результатов. Но им надо владеть. Потому что, не знаю, вот, скажем, скульптор там простым ножичком может вырезать портрет. Да? Я вот этого не могу делать. Означает ли это, что ножичек плохой? Нет, у меня руки не из того места растут.
так и схемы. Да? При умелом владении небольшой набор схем открывает перед нами очень неплохие перспективы и возможности. Но чтобы овладеть этим искусством, нужно взаимодействовать между умеющими и не умеющими, знающими и не знающими. И это сложная штука. И вот в полемических этюдах, если кто-то там листал, да, вот там в педагогике идеала, мне приходится специально обсуждать категорию, может быть, плохо названную. Я не всегда могу придумать хорошие слова, да, там есть такая категория. Сложные виды деятельности. Что такое сложные виды деятельности? Это когда то, чего я умею, да, я не всегда понимаю. Когда сложность действий превышает возможности моего понимания, то есть и рассказа про это. Да? Я бы рад вам рассказать все про владение схемами, но я не могу этого сделать. Вы из меня можете это вытащить, если хотите. Ну, если я вам это позволю. А позволю я только тогда, когда буду к вам добр. Я помню, в каком-то видео, наверное, смотрела, что вот эволюционный путь это из прошлого в будущее, а из будущего в прошлое это революционный или что? Может быть, вы поясните? Или это не входит Нет, в поле? эволюционный, да, революции, они как развивающие такие штуки, просто там с фазовыми переходами, они обязательно предполагают управление эволюционным путем. Да? Но, тем не менее, революции часто пишут искусственно. Я думаю, Света еще про третий, про инновации. Инновации. Там была еще одна стрелочка, но это уже было дополнение такое, которое родилось и введено было на киевской игре, или в анализе киевской игры, мы это называли инновациями. Инновациями это мы называли имплантацию элементов будущего в прошлое и запуск в эволюцию. Да? Но, понимаете, вот это вот инновация, это само является инновацией в схеме шага развития. И она еще должна выдержать проверку, критику, опровержение, да, чтобы стать таким элементом. Но, тем не менее, я даже готов настаивать на том, что и такой путь, связывающий эти три модальности времени, существует. Из будущего в прошлое. Более того, этот путь оправдывает для меня мое существование в Беларуси. Разница между... Я пришелец из будущего. Я себя так и рассмотрю. Оно через настоящее, да? Предполагает, если вы А вот да, если бы была у нас машина времени, да, если бы мы могли это изобрести, то тогда, наверное, мы могли бы обходиться без рефлексии и действия. А так, при наличии рефлексии, конечно, путь из прошлого означает экстракт будущего, оформление его в настоящем как имплантанта в ситуацию, которая прошлая. Как осознать себя в будущем? Как принять это в будущем? Ну вот я всегда говорю, например, такую штуку, да? Когда вы зимой идете через сад или там рощу, да, для вас все деревья одинаковые. Они без листьев, обсыпанные снегом, там, покрытые инеем там, и так далее. Да? И среди них могут быть засохшие деревья, а могут быть те, которые весной распустятся. Можете вы зимой определить, мертвое дерево и живое? Без вскрытия. Без вскрытия невозможно, да? Вот. А можете вы оживить мертвое дерево? Ну, вообще вот непонятно и неизвестно. Да, говорят, что в принципе какие-то такие вещи там, в принципе, возможно. Особенно если речь идет, скажем, не о биологических объектах, да, а объектах другой какой-то природы. Ну, например, социальной, там,
технические объекты там, и так далее. С техническими объектами это точно понятно, да? Мы можем, поменяв детали, какие-то технические объекты сделать функционирующими. Это, конечно, не прямой аналог оживления, но тем не менее. С социальными там еще сложнее, но в принципе тоже возможность. Обновить социальные отношения там, ну и так далее. Да? Вообще обновить человеческие отношения тоже можно. Вот они разрушились, а потом их можно пытаться остановить. И вот эта вот штука связана с тем, что почему мы то, в чем живем, можем уже рефлексивно считать прошлым. Это как сухие деревья среди живых. Мы знаем, что они вот как бы сухие, и поэтому как бы мы можем их выкорчевать, посадить на место старого другое, которое ничем не будет отличаться зимой, а весной оно расцветет. И вот имплантанты в прошлую ситуацию элементов будущего — это особая проблема, особый вызов. И вот когда мы, опять же, занимаемся игрой, ну, в игровой действительности это вообще должно стать техникой, должно быть техникой, да? Внедрение будущего в прошлой ситуации. С тем, чтобы потом, без нашего участия, это уже развивалось почти эволюционным путем. Для этого надо проиграть, вообразить, проиграть. Проиграть будущее как будущее, понять его, да, и имплантировать то, что жизнеспособно в прошлую ситуацию. Еще Ну, вопрос. Еще вопрос. Да. Егор отдел там две категории, как инновация, про эту схему рассказываешь, в курсе программирования и проектирования, инновация и новация, как две разных категории. Можно ли мы на этой схеме увидеть разницу между инновацией и просто новацией? Ну, вот Егоров мне этого не рассказывал. Чего он? У меня нет этого развлечения сходу. Если мы об этом поговорим, может, я что-то про это пойму. Потому что, когда я Коля не знает, как участвовал в введении инноваций, да, вот как это вот пути из обратного, да, вот эти обе стрелочки туда, а вот этот путь, он обратный, да. И я, когда говорил об инновациях, я говорил просто о двух модусах инноваций. Но это то, что мы сейчас вот с Романом больше припирались, да. Дело в том, что когда говорят про инновационную экономику или вообще вот инновации поднимаются в идеологическом смысле, да, обычно забывают простую штуку. Инновации — это не всегда то, что мы делаем. И чаще это не то, что мы делаем. Инновации — это то, что мы претерпеваем. Претерпеваем как старение, как то, что с нами естественным образом происходит. Знаете, не мы в Беларуси изобрели гаджеты, 3D-принтеры, систему GPS, там еще прочее. Они свалились на нас. Или как Маяковский, например, да? Как в нашу жизнь вошел водопровод, сработанный еще рабами Рима. Инновации приходят, да, сваливаются из будущего в нашу прошлую ситуацию. И меняют ее, но меняют эволюционным путем. Мы только это осваиваем, привыкаем, приспосабливаемся и так далее. И есть инновации, которые мы можем сознательно делать. Вот когда я говорил про имплантацию себя, как делегат будущего, пришельца из будущего в эту ситуацию, да, в чем инновация? Инновация в неких гуманитарных иных отношениях. Или когда я там, ну не знаю, делаю определенные вбросы там, в науку, в какую-то дисциплину, там еще что-нибудь такое. Да? Ну, вот те же инновации в схему шага развития, да? Введение процесса инноваций. Это инновация в этой схеме. Да? Она меняет, соответственно, там, употребление схемы и так далее. Или там еще что-нибудь такое. Иногда мы запускаем какие-то такие инновации, меняя систему категорий, принятых там в какой-нибудь дисциплине. Вот как мы с Водолазским пытались это делать на качестве жизни. Обсуждение уровня жизни, образа жизни, качества жизни. Мы меняли эти вещи местами.
категории, трактовка категории гражданин, ну и, соответственно, там, гражданского образования и там многих других вещей, которые вот в этом плане мы делали. Это инновации, которые мы делали. Но большую часть инноваций мы терпим просто, терпим и приспосабливаемся к ним. Если Егоров имел в виду что-то подобное, то я понимаю. А если он вводил какие-то дополнительные разграничения, но не поставил меня в известность, не рассказал мне об этом, ну, что я могу сказать? Надо послушать Егорова. Говорю, что есть разница между инновацией и инновацией, и я не совсем понял, в чем разница, и он как раз рассказывает. Ну, возможно, да. Возможно, но я про это, видите, ничего не знаю.